Смотрите в программе. Менее 50 человек заболело коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Молодым семьям расширили возможность покупки жилья с государственной поддержкой. Парк современных и древних животных пополнил роботизированный мамонт. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 47 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. По данным регионального оперативного штаба, 39 инфицированных человек в Якутске, а также единичные случаи в Булунском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нирингринском, Алданском и Вилюйском районах. COVID-19 за сутки унес жизни 3 человек. Лаборатории провели 2833 исследования на коронавирус. Однако сдать тест может не каждый. Почему на некоторых территориях во время пандемии возникают проблемы с анализами, выяснял Роман Токмаков. Представьте такую ситуацию. Вы почувствовали себя плохо, налицо все признаки ОРВИ. Начинаете вспоминать, с кем общались в последнее время и были ли среди них люди с подозрительными симптомами. Первая мысль – срочно вызвать врача и сдать анализ на COVID. Так случилось и у жительницы Ленска. Врач подъехал после обеда, спросил о самочувствии, есть ли температура, кашель, чувствую ли запахи, какие есть хронические заболевания, какие препараты принимала. Выписал рецепт, велел пить больше воды и прописал постельный режим. На вопрос о сдаче анализов на ковид заметил, что платно можно сделать в любой медицинской организации. Но, как оказалось, нельзя. В Ленской районной больнице просто по желанию сделать тест на коронавирусную инфекцию невозможно. Мы берем только исключительно по предписанию Роспотребнадзора. Есть предписание, соответственно, мы берем. Основной контингент, которым берется мазки на ПЦР, это контактные первого круга уже с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Поэтому просто человеку с улицы прийти и сказать, что я имел контакт с ковидом, мы не берем, потому что для этого действительно нужно подтверждение. Окончательный вердикт выносят в столице республики, а всего в Якутии действуют 12 лабораторий. Сейчас у них горячая пора. Эксперты не могут обработать проб больше нормы. У одного исследуемого могут взять до 4 проб. Не в силах помочь и платные клиники. 2 частных учреждения в Ленске не предоставляют эту услугу. Поэтому в случае недомогания остается лечиться и ждать. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, интерес населения высокий. По принятому порядку сначала вакцину получат медработники и те, кто сталкивается с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно, сказал Мурашко. Министр также порекомендовал населению вакцинироваться от гриппа перед осенне-зимним периодом. Напомним, что ранее стало известно о сроках начала вакцинации. Ее планируют в следующем месяце после одобрения со стороны регуляторов. Сразу после этого планируется начать массовое производство. Будет произведено 30 миллионов доз вакцины при прогнозируемой потребности в 40-50 миллионов. Работникам стационаров компенсируют неиспользованные отпуска. Средства выделит правительство России. При расчете отпусков и компенсаций будут учтены и стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 71 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, менее 260 тысяч, а активного горения 388 гектаров. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов, где зарегистрировано 59 очагов. В связи с отсутствием осадков и учитывая южный и юго-восточные ветры, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Верхоянского, Тампонского, Среднеколымского, Абыйского, Татинского и Момского районов. В целях
целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. Также воздушное судно МЧС России с водосливным устройством задействовано на природном пожаре близ населенного пункта Ханум Омского района. За сутки произведено 45 сбросов и слито 135 тонн воды. Сегодня авиация МЧС России продолжит свою работу на территории Омского района. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 833 человека и 94 единицы техники. Молодым семьям расширили возможность покупки жилья. Программа доступности позволит получить выплату на покупку квартир комфорт-класса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье эконом-класса. Также теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования уже действующей ипотеки. Программа предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах. В этом году мерой поддержки воспользуются более 15 тысяч молодых семей. На реализацию программы направлено 5 миллиардов рублей. 3 библиотеки Якутии получат на переоборудование 15 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Деньги поступят в сельскую библиотеку номер 13 централизованной библиотечной системы Якутска, в Хамухстакскую и Бидигинскую сельские библиотеки. На получение средств для полной модернизации претендовали 56 субъектов. В итоге конкурсный отбор прошли 62 библиотеки из 34 субъектов. В число победителей вошла Якутия. Библиотеки получат по 5 миллионов рублей каждая. А в Айхальском ГОКе совершенствуют производство. На одной из площадок работает Центр развития производственной системы. Специалисты помогают организовать рабочие места правильно. Чтобы работать было комфортно, внедряют в дело и новые проекты. Курируют разные направления 5 сотрудников. Чем они занимаются и какую пользу это приносит производству, расскажет Оксана Мезенцева. В режиме реального времени на этих мониторах каждая единица техники под контролем. На одной из промышленных площадок Айхальского ГОКа 5 месяцев назад заработала единая диспетчерская служба. Подружиться с новой системой операторам помогают специалисты отдела развития производственной системы. Они и курируют в комбинате новые проекты. Доработка, наладка, то есть мы работаем по ошибкам, смотрим, какие моменты, то есть еще можно улучшить. Отдел создали полгода назад. Специалисты совершенствуют разные направления. Вот и Виктория Назарова сегодня работает не в офисе. Удобнее обсудить с глазу на глаз с сотрудниками автобазы новые критерии оценки работников. Молодой специалист разрабатывает систему мотивации водителей самосвалов. В карьере юбилейной внедрили идеальную смену. Проект позволит увеличить производительность самосвалов. Мотивация водителей – важный аспект. А для того, чтобы внедрить и нормально функционировала идеальная смена, все-таки нужно было немножко скорректировать действия водителя, нацелить и простроить, скажем так, дорогу, критерии, по которым будут оценивать, чтобы они выполняли то, что требуется, чтобы идеальная смена зафункционировала нормально. На днях коллектив отдела пополнил новый сотрудник Иван Голубев. Приехал из Мирного. Трудился в Вилюйской экспедиции. Сегодня развивает в комбинате систему 6С. Новый проект помогает организовать рабочее место правильно. На данный момент объезжаем производственные площадки, осматриваем, для себя что-то отмечаем, где можно произвести наиболее, так скажем, лучшим способом эту работу. Вот. Ну и будем ставить график и уже в дальнейшем поэтапно приступать к реализации внедрения этой методики. Каждый день они решают новые задачи, совершенствуют процессы, внедряют новые проекты. Коллектив отдела развития производственной системы молодой. 4 специалиста – участники корпоративной программы «Потенциал Алроса». В планах не только на 2021 год, а до тех пор, пока у нас будут рождаться инициативы, пока они будут приносить подтвержденный экономический эффект, мы будем работать. В ближайшее время для работы в отделе планируют набрать новых сотрудников. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».
Развязку ГИМИИН закроют в Якутске на 2 недели в связи с ремонтными и строительными работами. Автобусные маршруты номер 3, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 35, 41 и 107 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда. Продлится все до 9 августа. Закрытие развязки связано с расширением кругового проезда на участках пересечения улиц Якова Потапова, Мерзлотная, Сергеевского шоссе и к Национальному центру медицины. Также в рамках него осуществят асфальтирование дороги с устройством бордюра, автобусных карманов, обустроят тротуары и сделают озеленение. Аналитики крупнейших банков России и интернет-сервисов страны пришли к мнению, что если еще 3 месяца назад всплеск покупательской активности был на строительные материалы и гаджеты, то сейчас россияне стали больше приобретать товаров и услуг для туризма и отдыха. О летних предпочтениях и статистических данных на различные туристические сегменты расскажет Айсена Бурнашова. Мы выбрали Краснодарский край, конечно же, из-за моря хотелось покупаться и свозить ребенка зарядиться витаминами и солнцем. Краснодарский край возглавил статистику. Так, по данным ВТБ, именно там россияне уже потратили на отели вдвое больше, чем в 2019 году. Край лидирует и по прокату автомобилей, обгоняя даже Москву. Всего же в наиболее популярных туристических регионах, включая Карелию, Татарстан, Бурятию, только за первую половину лета россияне вкусно поели на целый 1 200 000 000 рублей. Комфортно поспали на 260 миллионов. Эти цифры уже идут вровень с показателями июля прошлого года. Было трудно найти, где поесть, можно так сказать. Но народу было просто безумно много, и наплыв такой. Цены были поначалу более-менее приемлемые, и они просто начали расти на глазах. Это было заметно. Ценники просто вот меняют, вот так вот просто маркерами перерисовывают цифры. Но не все россияне готовы ехать навстречу морю. Например, часть столичных жителей собирается провести лето на даче в Подмосковье. Об этом говорят и данные Авито. Спрос по России на садовую технику за последние 1,5 месяца подскочил на 127% по сравнению с прошлым годом. На даче. А дача где находится? Домодедово. Конечно, на самом деле даже у нас в Подмосковье можно много где отдохнуть. Я уже успела загореть. У нас очень классные места, есть зоны отдыха, поэтому всем советую отдыхать у нас в Подмосковье. Взрывной спрос на товары для активного отдыха. Велосипеды, палатки, удочки. Все эти предпочтения специалисты связывают с отложенным спросом и сезонностью. В целом же снятие ограничительных мер положительно повлияло на экономическое состояние многих отраслей. И если в июне объем трат россиян оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В парке современных и древних животных недавно произошло пополнение. Теперь, кроме скульптур динозавров и чучел бизонов, волков и кабанов, посетители могут увидеть огромного гиганта Питека, африканского льва и гордость парка – роботизированного мамонта. С новинками парка нас ознакомит Александр Хавренко. Парк динозавров Александра Файзеля появился в городе пару лет назад и стал уже любимым местом отдыха для многих горожан и гостей столицы. И совсем недавно в парке произошло обновление, появились новые экспонаты. И вот одного из них вы сейчас видите и слышите за моей спиной. Это мамонт роботизированный, который вертит головой, машет хоботом и, как вы слышите, издает звуки. О том, как появился этот мамонт, нам расскажет сам Александр Файзель. Мамонт появился у меня в начале зимы. Делал я его именно к фестивалю косторезов, который был в ДК Кулаковского проводился. Поспевал я буквально туда уже в считанные дни. И механизмы, которые я изначально задал, то есть это чтобы он ходил, двигался там головой, мотал там все такое, кричал. Не все были сделаны, не все были, потому что не успевал по времени и поэтому отложил этот момент. Поэтому все это чуть позже, может быть, конечно, я доделаю. То есть он будет еще ходить, может, или мотать ногами, там, хотя бы, по крайней мере. Пока он действует от ручных рычагов. Конструкция такова, что можно залезть в него и пошевелить. То есть, покров его из настоящих и искусственных материалов. Конечно, эпидемиологическая ситуация в городе отразилась на количестве посетителей парка, но все равно люди сюда приезжают целыми семьями. И, как нам сказал Александр по секрету,
Сейчас он работает над новыми экспонатами, и через неделю-две, может быть, 3, приехав в этот парк, вы увидите совершенно новые, доселе невиданные экспонаты. И на этом пока все. До встречи в следующем часе.